Ахар Гудди, психология кандидаты, Мәжит Гафури исемендәге Ямгият фонды рәисе, журналист, безнең музейдің якын дусты, бергә вак елдар хезмәттәшлек итәбез. Люция Музакир кызы Камаевага бирәбез. Ул да Сергей Янакин белән яхшы таныш булып, уның белән хезмәттәшлек итте озак елдар. Люция Музакир кызы ошо хезмәттәшлеге турында хатирәләрегез менә бүлешергә дә җилһарсы. Дакка буда булмай инде бит. Хамугаз барында Руслан приветствую очень башкирском сказать. Хамугаз мен мәҗбүр туйсындагы фондның рәисе булам. Монда Рәнгәйевтің кызлары да, интернатның балалары. Biz görevimiz yıldan почти 20 yıla yakın biz bu filmin oturtulduğu konkursuna партнерами нашими являются коллеги Министерства культуры, партнерами являются писатели Республики Башкортостан. И многие, я думаю, кто-то из вас участвовал, да, в наших конкурсах. Я думаю, участвовали, побеждали. Вот, давал металл конкурс, а Версай и дальше будет продолжаться. С Сергеем Георгиевичем мы были 10 лет, наверное, знакомы. И вот последний год особенно был плодотворным, потому что он заинтересовался творчеством Мажита Гафури, и мы начали эту работу по переводу. Ну вот высокую оценку дал этим переводам наш литературный критик, председатель Союза писателей Заки Арсланович. Ну, действительно уникальный человек, очень талантливый, сам большой поэт и прекрасный переводчик. То есть он начинал жить жизнью того поэта и вживаться в те чувства, эмоции, которые хотел передать автор. Это очень редкий дар, редкое такое перевоплощение. И вот в Бельских просторах в 2 номерах за июнь и за июль, если я не ошибаюсь, да, в одном номере были проведена подборка стихов в переводе Янаки Мажита Гафури, а во втором номере была переведена наша переписка по интернету. Но прекрасные переводы получились еще потому, что, видимо, подстрочник тоже был хорош, и его делал наш покорный слуга. То есть я делала не только подстрочник, но еще дословник. Очень важно. Да, очень важно подстрочник и дословник. И мы с ним обсуждали. Вот вы почитайте, пожалуйста, эту переписку. Я бы ее даже назвала, эту переписку, как мастер, своего рода мастер-класс, как работать над переводом. Обязательно почитайте этот номер. Вот. И он сравнивал с переводами корифеев российских переводчиков. Крангаус, Милованов, там, Смирнова переводы и других больших поэтов московских. Но там порой вот он находил искажения личности. И все это вот обсуждается, это переводится в журнале, тоже «Бельские просторы». И, конечно, безусловно, я очень рада, что фонд Мажита Гафури успел вручить общественную премию имени Мажита Гафури за этот труд, хотя книга не вышла еще. Хотели, конечно, когда будем держать книгу в руках, вручить. Но почему-то какая-то интуиция, видимо, у меня была. Вот мы вручили раньше в музее Мажита Гафури, и за эти переводы он был достоин и еще и медали Лермонтова. Да, это высокая награда. Но, к сожалению, он ее видел, но в руки не успел взять, потому что проклятый ковид его унес, получила уже в руки Дарья. Но до чего? Но сам он знал, что он достоин, он видел, все это публиковалось. Ну и сейчас я хочу к юбиляру перейти, наш юбиляр. Лилия Каипа, Лилия Сатмар, творческий псевдоним. Лилия Ханым уже все эти годы, она является членом нашего жюри, мы читаем Мажита Гафури. Вот конкурс сценариев мы тоже включали в один из годов, да? В один из годов он прекрасно тоже с большим интересом прошел, с большой активностью. А сейчас она это продолжает уже сама, самостоятельно, но продолжает сотрудничать с нашим, является членом Совета фонда и является членом нашего жюри. Также здесь вот Лидия Александровна, лауреат общественной премии Гафури, она перевела очень большой объем басен, стихов Мажита Гафури на чувашский язык. Она пишет на 3 языках. Будьте знакомы. Лидия Александровна, поэтесса, член Союза писателей Чувашии. Лидия Мавритова, вот это ее фамилия. И вот решением Совета фонда Мажита Гафури Лилия Сатмар удостоилась
удостаивается общественной премии имени Мажита Гафури. Во-первых, она начала очень большую работу, потому что, как я Александрович сказал, поскольку Гафури писал в XIX веке, да, и в его поэзии, хотя она не настолько сложна, скажем, как Акмуллы, например, да, и ранее, но у него тоже присутствуют слова, которые сейчас уже мало употребляются. Эти слова знают только специалисты. И назрела необходимость сделать уже современный язык, так скажем, перевести, или как это назвать, на современный башкирский язык поэзию Гафури. Вот эту большую работу начала Лилия Харипова, взяла на себя смелость. Я думала, Алаберса мы увидим эту книгу, но когда посмотрят рецензенты, да, специалисты по языкам, ну, в числе этого и Зрям Ларисовна тоже будет, и другие наши специалисты, и потом эту книгу уже будет доступна читателям, ученикам, школьникам, да, тут необходимо эту уже работу тоже вести. Вот есть такая очень престижная питерская премия в Санкт-Петербурге имени Андрея Белого. Вот, там вручается тоже медаль, и еще вручается яблоко и водка. Но она очень престижная, хотят многие получить. У нас такая общественная премия престижная, это премия Мажита Гафури. Она учреждена нашим фондом, и дается она за заслуги и в творчестве, и в общественной деятельности, в культуре, и, конечно, за вклад в популяризацию творчества Гафури. Ну, Лилия Ханым, она автор нескольких стихов, посвященных Мажиту Гафури, да, памяти Гафури, его родине. Ну и, конечно, вот эта большая работа, которую она ведет и продолжится, да, эта работа. Вот за нее, значит, пожалуйста, сейчас подарок тоже от нашего фонда. Он такой символический, поскольку у нас премия общественная, она не денежная. Поскольку Мажит Гафури поэт мусульманин, а в исламе, вы знаете, алкоголь это харам. Алкоголь не допускается, но у нас есть бренд района Гафурийского, это Красносольская вода, Шахамусу. Кстати, я хочу сказать, что когда мы здесь принимали индийских гостей, директор школы Монтессори из Дели и его помощник приезжали сюда, так вот, на столе всегда я покупаю красносольскую воду, стараюсь, да, с родины нашей Гафури. И вот он спросил, откуда эта вода? Сначала они экскурсию послушали, да, по музею, это было еще давно, друзья, написано. Вот, и я сказала, что это вода с родины Мажита Гафури, с родников, которые бьют там, да, ключи, с его родной деревни. Он так удивился, говорит, а можно я с собой возьму в Индию? Вы знаете, конечно, говорю, возьмите, сколько вы несете. И вот он пил только эту воду, он чай не пил больше, пил только воду с родины Мажита Гафури, и он сказал, когда послушал экскурсию, первый раз человек другой культуры совершенно, да, он сказал, Мажит Гафури святой человек. Он общался с космосом. С космосом напрямую общался. То есть вдохновение оттуда велось ему, да? Вот. И, в общем, пройдите, пожалуйста, сюда. Значит, яблоко. Но яблоко это символ, вы знаете, жизни, да? Женский символ. Плодородие, символ плодородия. То есть именно яблоко сорвала Ева с запряженного дерева. Так что, Лилия Ханым, сызгай яблоко, чтобы плодотворно вот это святая вода, с родины Мажита Гафури, священная вода, красносольская, чтобы родник вдохновения не иссякал. Вот, пожалуйста, пейте эту воду, вдохновляйтесь дальше. И, конечно, вот такой сертификат, вот, я вас поздравляю. Так, ну и, конечно, что я забыла? Я же забыла главную медаль. Вот. Сегодня очень много мероприятий. С корабля на бал. Вот, и Захар Славович тоже оттуда, да? Вот, и поэтому я вот немножко, видите, суетно все, суетно. Сейчас я должна в своей сумке отыскать эту медаль. Вот, как у любой женской сумки, вы знаете, что это очень сложно сделать. Ну, вот очень все-таки я отыскала эту медаль. Вот она очень такая красивая. Это красивая такая медаль. Она изготавливается в Челябинске. Наши друзья. Вот, она не дешевая. Вот, она ей представляет большую ценность. И вот Мажит Гафури на зеленом фоне, потому что он себя называл сыном Большого Урала. А Урал, вы знаете, они зеленые, да? Они покрыты лесом. Вот, и здесь башкирский флаг, конечно, да? На фоне башкирского флага. Вот, разрешите, значит, вам, пожалуйста, значит, это
Вот он не хочет расставаться. Ее можем сюда. А прям на это можно? А может быть сюда? Да, Да, специально, да. да. Так, ну, меньше верно. Ну, чуть добавить. А, это важно подходит. А вот нравится. Что-нибудь не так? Так, и чтобы светило, Направление. ну, сейчас не потеряем. Вот. Ну, еще мы больше общаемся по телефону, по интернету, она творческий человек, мне каждый минут дорога, редко встречаемся воочию. Что-нибудь вот в последние годы? Да. И неврученные награды остались вот за 2020 год еще, представляете? 2020 год чем знаменит? 140 лет Мажиты Гафури, большие мероприятия проводил литературный музей, музей Мажиты Гафури. Участвовали в флешмобе, многие писатели 140-летия Мажиты Гафури. И Заки Арсланович флешмоб открывал. Ну, многие участвовали, да? Вот. И Лилия Сакмар тоже. Она получает сертификат участника. Вот, поздравляю вас с этим. Сакмар за 2020 год также флешмоб плавно перешел в конкурс. Мы читаем Мажита Гафури. В нем приняли участие более 1000 человек в 2020 году. А, кстати, в этом году приняли участие более 2000 человек. Можете представить себе? И вот я разослала более 2000 дипломов благодарности. Я полгода с этим сидела. Вот, и, значит, Лилия Ханановна, лауреат первой степени, награждается член Союза писателей, Союза журналистов за авторские стихи, посвященные Мажиту Гафури на башкирском языке. То есть у нас такая есть номинация в конкурсе авторских стихов. Подписи тоже, обратите внимание, подписи, значит, диплом Алтынбаев, тогда был еще замминистра культуры, Гулякова, Камаева. Ну, здесь от Гулякова и Камаева. Просто я на церемонии не смогла участвовать. Спасибо, давай еще. Да, давай. Поднимаемся. Татьяна Борисовна, кто не взял, да? Идемте, идемте, потому что ваши подписи уже там тоже диплом. Это экспириенс. На, диплом, да. И вот эти дипломы. Вот он кадр. Так. И радость, конечно, выражает. Это, кстати, моя первая премия и первая медаль за всю свою жизнь. Рахмет. Yıllık dergisi. Biraz kişilerin dertlendirgesi.